Ну, все мы знаем, что у нас сырьевая экономика. Мы не очень этому радуемся, но что есть, то есть. Бог послал ресурсы, мы их добываем, слава Богу, неплохо живем на этом. Вот. А что нужно для такой экономики, для добычи ресурсов? Нужна президентская вертикаль. Потому что экономика по добыче ресурсов на территории Казахстана и по вывозу их из страны, она вообще в территории Казахстана нуждается лишь постольку, поскольку там есть нефть. Ей надо быть на этой территории. Сам Казахстан ей не нужен. Казахстанцы ей не нужны как покупатели этой нефти, и тем более не нужны как бузатеры, которые там устраивают всякие забастовки и говорят, давай больше плати. Вот. Самым оптимальным способом оптимизировать, сделать наиболее дешевую добычу нефти, это выстроить жесткую полицейскую вертикаль, в которой, чем якшаться с этими профсоюзами и действительно отвлекать время и силы на нормальный трипартизм в стране, лучше посадить профсоюзных лидеров, запугать, задавить. То есть полицейский аппарат здесь просто эффективнее, ничего личного, только бизнес. Вот. Точно так же, как и, скажем, у нас же всего 3 столпа экономики. Первый я назвал экспорт сырьевых ресурсов. Второй какой? Ну, финансы, да, банковское дело. Вот. Тоже за границей кредиты занимаем. Наши банки свою собственную кредитную эмиссию не производят. Мы сначала оттуда берем, а здесь уже просто распространяем. То есть мы третьеуровневая система дистрибьюции евро, юаней, долларов на территории Казахстана уже под видом. Либо непосредственно в виде этой валюты, либо непосредственно в виде местной валюты. Вот. Здесь тоже, поскольку она в том числе и производная от экспортного бизнеса, никаких наворотов типа самостоятельного местного самоуправления, чтобы там народ на территории выбирал себе там главу, чтобы у этого города был свой бюджет самостоятельно. Этого ничего не надо. Это просто не требуется по этой технологии. Это будет лишнее, это будет мешающее. Примерно как ты на свой старый «Жигуленок» поставишь навороченный компьютер, а он просто будет мешать, он не нужен там на этом «Жигуленке». Так и тут. Ну и, наконец, третий столб нашего бизнеса – это торговля импортными товарами. Она у нас очень мощная, хорошо поставленная, у нас мощнейшие супермаркеты, вот этот мегацентр, куда мои дети и внуки с удовольствием каждый день ездят и пропадают там. Потому что действительно супер, вот все здорово сделано. Вот. И все это за счет иностранного фондирования, то есть там своих товаров-то практически нет. Вот. И это тоже производная вот той же сырьевой экономики, потому что если бы сырьевая экономика не давала долларовую выручку, то этого бы не было. То есть в рамках такой экономики наша с вами власть оптимальна, другой не требуется. И никакого гражданского общества не требуется. Давайте рассмотрим общую экономику, экономическую картину в мировом масштабе. Почему кризис и что с ним дальше будет. Поскольку девушкам надо производить все больше платьев, а мужчинам машин, есть экономика, которая настроена на производство все большего количества материальных товаров и услуг. И общая масса вот этих товаров и услуг сейчас по миру измеряется примерно в 60, может быть чуть больше сейчас, 60 триллионов долларов. Эти триллионы долларов привязаны к конкретным либо товарам, либо услугам. Например, мы с вами слетали в Турцию, что-то скушали, и это ушло в канализацию, а где-то нам просто оказали услугу, потанцевали перед нами, музыку сыграли. Это услуга, которая типа материальная, но она исчезает сразу же. Так же, кстати, как и наша еда, она тоже исчезает. То есть все 60 триллионов долларов, связанные с материальным производством, они имеют то свойство, что материальное производство постоянно расходуется, потребляется, производится только для того, чтобы потребить. Что-то потребляется мгновенно, не успел произвести, скушал и нету. Что-то потребляется с рассрочкой во времени. Иногда, может быть, 50, может быть, 100 лет. Вот даже башни-близнецы, если бы они вот таким ужасным образом не рухнули, все равно бы их, например, через 100 лет нормально бы снесли, потому что вместо них построили бы что-то другое. То есть вот этот материальный мир, он постоянно расширяется и постоянно воспроизводится. И деньги, которые обслуживают этот мир материальной экономики, они
тоже наращивается, но не очень много, потому что, ну, вот этот объем ВВП, он растет в мире там 3-4%, вот где-то в этих пределах, и деньги туда увеличиваются. Есть вторая часть экономики, фондовый рынок. Значит, он гораздо больше, в несколько раз больше. Если брать в цифрах, то вот материальная, сфера материального производства товаров и услуг, это, я сказал, 60 триллионов, а сфера вот этого фондового рынка, ее общая стоимость, она где-то, ну, по разным оценкам, от 180 до там, 240, скажем так, триллионов долларов. Ну, можно, не суть важно, сколько, важно, что это примерно где-то от 3 до 5 раз больше, кратно больше. Вот. Что такое вот этот фондовый рынок? Это товары, которые скушать нельзя, выпить нельзя, и, соответственно, в канализацию выпускать тоже нечего. Это бумажные товары, причем по большей своей части это даже не бумаги как таковые, а это просто виртуальные записи в компьютере. Вот. Это все разного рода ценные бумаги, Их огромное количество, если мы сейчас с вами начнем перечислять, мы до вечера не закончим, потому что там есть бумаги первой производной, второго, третьего уровня дериватива и так далее. Но это все как бы мухи на мед. А где на варенье? Варенье из чего состоит? Любое варенье состоит из сахара и какой-то ягоды. Вот фондовый рынок на самом деле базируется на бумагах двух типов. Это акции и облигации, в широком смысле этого слова. То есть заемные бумаги. Облигации — это то, что ты выпустил и предлагаешь купить, потому что через энное время я, как эмитент, эту бумагу у тебя назад куплю за ту же самую денежку и плюс еще какой-то процент сверху. Вот это облигация. Вот. Акции, они, в отличие тоже от материального мира, не уничтожаются. Ну, иногда, конечно, предприятие терпит такой крах, что его акции превращаются в пыль, но это исключение. Обычно акции все-таки живут и размножаются, потому что каждое уважающее себя акционерное общество никогда не прибегает к изъятию акций с рынка и их уничтожению, а наоборот занимается все больше и больше эмиссий. Вот. Акции растут, и под них, значит, должен расти и денежное наполнение. Но акции не могут расти бесконечно, потому что для того, чтобы, вот, скажем, акции концерна Volkswagen, условно говоря, постоянно росли в цене, вот росли, это надо, чтобы в реальном живом мире концерн, выпускающий живые Volkswagen, он постоянно не просто наращивал объемы своего производства, но и вытеснял бы других конкурентов с рынка, рос бы. То есть вытеснял бы другие акции. То есть в целом фондовый рынок полностью на акциях базироваться не может, потому что акции штука такая, то вверх, то вниз, и это очень важный оперативный инструмент, но это не главный инструмент на фондовом рынке. Какой главный? А вот эти самые облигации. И потому что что такое облигация? Облигация — это то, что заведомо увеличивает общий объем рынка, общую стоимость. Я сегодня выпустил облигацию, продал ее за 100 тенге, а завтра верну вам 150, вернее так, я буду каждый год вам выплачивать по 20 тенге, а через 5 лет, когда срок истечет этой облигации, я вам еще и 100 тенге выплачу. То есть вы на самом деле получите от меня 200 тенге, и они увеличат фондовый рынок на эти самые 200 тенге. Вот. Так растет фондовый рынок. И под него тоже нужны деньги. Основные деньги — это вообще виртуальные деньги. Вот то, что напечатано, и то, что у нас в карманах, это малая часть на самом деле денежного объема. А виртуальные деньги, ну так называемый безнал, надо хорошо понимать, что за ним никакого материального наполнения нет. Безнал — это учет. Это информация, это запись в банковских счетах. И только. Вот. И этот безнал для обслуживания и материального рынка, и фондового рынка создается только в банках. Вы можете в реальной жизни пойти к соседу и взять деньги. Вы можете поиграть на фондовом рынке и получить там свои деньги. Но на самом деле исходно это создается только в банках. Считают, что там национальные банки печатают деньги. Это неправильно. На самом деле любой государственный банк, он просто должен по-хорошему создавать условия для деятельности коммерческих банков, банков второго уровня. А вот
производство денежной массы, так называемой кредитной массы, оно производится как раз в банках второго уровня по такой очень простой схеме, так называемой кредитная мультипликация. То есть вот вы добились в правительстве, что вас включили в программу ФИР, вы будете строить откормочный комплекс теперь под Алматой. Вот. Вам открывает кредит, и вы получаете деньги по кредиту. Вот. Но это не значит, что вы пришли с мешком и вам насыпали туда деньги. Нет, вы ничего из банка не унесли. Кредит открывается в этом банке, и под открытый кредит открывается и счет, с которого вы теперь будете расходовать эти деньги на строительство вашего комплекса. Желательно в другом банке, чтобы этот был счет. А когда этот счет открывается в другом банке, уже депозитный, у этого банка появляется дополнительная денежная база. На основе чего что он может сделать? Он может выдать другой кредит другому получателю. Таким образом происходит кредитная мультипликация в рамках этой системы. Вот. И чтобы, вот я боюсь, что я сейчас вас уже уведу далеко, я сейчас попытаюсь закруглиться. И вот через это производство денег обеспечивается и наполнение реальной товарной экономики, и вот этого самого фондового рынка. Причем все это сцеплено между собой таким образом, что вот в рамках изобретенной сегодня человечеством технологии все это делается частным образом, коммерческим образом, снабжение экономики деньгами делается частным коммерческим образом на условии платности и возвратности. Ну вот ростовщический так называемый процент. То есть если ты возьмешь в банке кредит, ты обязан отдать не только всю эту сумму, но и некий процент сверху. А где можно взять всю сумму для того, чтобы отдать банку? Только у него же. То есть все тут заложено как обязательный рост всего и материального производства, и фондового рынка, как обязательная технология. Стоять эта система не может на месте. Вот это, чтобы вы хорошо понимали. Стоять она на месте не может. Вот. В другой технологии она могла бы стоять и на месте, а вот в этой она стоять на месте не может. И что произошло сейчас в мире? Вот вся эта система, которая обязана расти, она именно потому, что обязана расти, она все и охватила. Она все и охватила. То есть вот история конца второй половины 19 века, история всего 20 века и вот наш кусочек, это история того, как вот эта совершенно великолепно, эффективно работающая машина по овладеванию все новым пространством и по заполнению все новых товарных ниш, она вот свою работу исполнила. То есть этой экономикой охвачен сейчас практически весь мир, потому что даже там Куба с Ираном, они фактически все равно там. Вот. И наступило несколько пределов, объективно. Предел первый. Закончилась география. На Луну еще пока не летаем, а здесь уже все охвачено. Это первое. Предел второй. Социальные барьеры. Вот Казахстан возьмем. У нас, мы, если не чемпионы мира на душу населения, то где-то близко в мировых лидерах по числу миллиардеров и участников списка Forbes. Вот. Но в целом, опять, даже по официальной статистике, у нас число людей мало обеспеченных и находящихся даже за гранью, даже по официальной статистике, ну, не буду оперировать цифрами, но мы все знаем, достаточно много. То есть у нас, мягко говоря, половина населения не имеет денег для участия в этой мировой экономике, в этой потребительской системе. Это тоже барьер. Мы же с вами договорились, что экономика у нас простенькая, что одной только полиции, без всяких заморочек насчет там, местного самоуправления или там, независимых судов, достаточно. Кстати, суд должен быть обязательно зависимым, потому что посадить там вот эту Наталью Соколову, которая начала бузить на Каражанбай Мунае, и это надо ее просто посадить, это дешевле, эффективнее, чем там что-то другое. Вот. То есть вот социальный барьер. А самый главный барьер – это долговой. Дело в том, что товарищи банкиры, они же все-таки частники, я не хочу сказать, что они плохие люди. Они, может быть, не очень дальновидные люди. Снабжая деньгами только мир материального производства, они уперлись в то, что материальное производство быстро-то расти не может, бесконечно расти не может. Корова рожает телят только один раз в году, урожай тоже только один раз в году, но и даже более такие
не связанные с природой отрасли, они тоже могут расти 5% в год, 10% в год, 15% в год, не больше. Поэтому банковский бизнес, ну, прямо скажем, в погоне за своими прибылями, пошел на кредитование наперед. Кредитование наперед всей экономики, и фондового рынка, и материального производства. И сейчас получился такой долговой кризис, который уже не рассасывается. Он долговой кризис и по производителям, потому что вот сейчас в Казахстане кредитный процесс почти на нуле. Вот он чуть-чуть тронулся, сейчас там вот Марченко похвастался, что 5%, вот сейчас выросло 5% получения кредита, а в тучные годы по 65% кредиты постоянно росли. Почему сейчас кредитный процесс остановился? Потому что и нет таких предприятий, которым бы можно было давать кредит, которые были бы платежеспособны, у которых был бы нормальный залог. И нет таких ипотечников там или других людей, которые готовы тоже брать потребительские кредиты. Вот это все остановилось, и это во всем мире так остановилось. Вот. То есть это тоже некий барьер, который вообще, между нами говоря, преодолеть уже невозможно, потому что объем долгов, он невозвращаем. И человечество последние 1,5 столетия с этим справлялось, не первый же раз вот так объем долгов набирался, оно справлялось через, извините, либо кризисы, либо войны. То есть вот что такое самый большой кризис и что такое ужасная война? Это вообще истребление не только материальных товаров, но это истребление раздутых вот этих финансовых обязательств, которых невозможно исполнить. Вот. А сегодня у нас, слава богу, мир, а долги отдать невозможно. В этом весь и драматизм. Вот кто следит сейчас за событиями в той же Европе, там так, сейчас все приличные страны одна за одной принимают прямо в Конституцию требования, чтобы государственный долг, ну, бюджет не был дефицитом больше, чем на 3%. Вот. Это правильное, все такое, но невозможно остановить само наращивание этой долговой пирамиды, потому что там же больше, чем 200 триллионов, а кто-то же должен, то есть эти же триллионы у кого-то существуют, и их же надо постоянно дальше вкладывать и вкладывать. То есть занимать государство обязаны. Понимаете, в чем дело? Вот Греция сейчас, как говорится, залетела, у нее 350 миллиардов долга. Вот. И теперь ее ценные бумаги никто не хочет покупать даже под большой процент, потому что не верят, что они могут отдать. Кто спасает? Немцы. Потому что им верят. А у немцев сколько долга? А у немцев в несколько раз своего собственного долга больше, чем у Греции. У немцев долга больше, чем их национальный ВВП. И они спасают только потому, что им еще верят. А можно ли эти долги отдать? К сожалению, если не воевать, если не устраивать биржевой катастрофы, то их отдать нельзя. Вот в чем проблема нынешнего мира. Вот. И как она будет разрешаться, рассасываться? Ну, вообще говоря, если не брать каких-то очень уж неприятных вариантов, то она будет рассасываться только плавным демонтажом глобальной финансовой системы на отдельные куски, в рамках которых вот эти долги еще не столь необратимы, либо вообще их там пока нет. Им еще предстоит только накапливаться. Вот. И такой процесс уже идет. Например, вот что значит, что Китай с целым рядом своих стран, партнеров, перешел на торговлю в юанях. Это значит, что они уже торгуют не в долларах, и что вот так называемая глобальная валюта уже не требуется для этих торговых операций. Тот же процесс потихоньку наращивается и в других частях мира. Что такое на самом деле вот этот таможенный союз, который будет перерастать в общее экономическое пространство, а потом в общее валютное пространство? Это, вообще говоря, способ торговать между собой не в долларах и, соответственно, уменьшать нужду в долларах. Вот. И если даже брать очень плавный сценарий, не катастрофический, все равно подойдет такое время, просто процессы долго идут, и это займет определенное количество лет. Подойдет такое время, когда участники недолларовых торговых операций уже не будут столь фатально зависимы от стабильности доллара. Сейчас все зависят от стабильности доллара, и никто не хочет обрушивать доллар, потому что это будет общая катастрофа.
найдутся уже такие куски экономики, которые вдруг окажется уже, что, пожалуй, издержки от этого падения меньше, чем те выгоды, которые она получит. То есть мир идет в эту сторону. Через какое-то количество лет мир естественным образом распадется на несколько валютных блоков. А что такое валютный блок? А это это не только общее валютное пространство, это общее торговое пространство, это общее экономическое пространство. Вот. И эти пространства, конечно, будут друг от друга отгораживаться в силу даже чисто экономических своих интересов. Вот. То есть мир через какое-то время будет напоминать примерно Европу столетней давности перед Первой мировой войной, но только уже распространенную на весь мир. И дай Бог, чтобы вот прогресс человечества был достаточен для того, чтобы не скатиться в ужасные войны, и чтобы будущие проблемы разруливать все-таки через торговую конкуренцию, а не через военную. Но я вам просто хочу сказать, что мы с вами живем в эпоху очень больших перемен. В каком-то смысле исторический аналог того, что мы сейчас переживаем, это только крушение Древнего Рима. Что нам грозит? Вот смотрите, наша сырьевая экономика. Вот если ее не ругать просто так, а посмотреть в ее суть, что она из себя представляет? Ну, то, что она требует очень простенькой системы власти, это мы уже с вами зафиксировали. Но что она из себя представляет как экономика? Это такой бизнес, у которого себестоимость гораздо ниже, чем рыночная цена. Ну, условно, вот если нефть стоит 100 баррелей, как вы думаете, сколько стоит ее производство? Произвести и доставить до границы Казахстана, и все налоги заплатить, и всю зарплату заплатить, то есть все заплатить. Как вы думаете, сколько? В 2 раза больше, как минимум. Больше? Ну вот $100, ее рыночная цена $100. Как вы считаете, сколько обходится баррель по себестоимости? По затратам на... Меньше. Ну вот это близко. То есть где-то около $20 стоит баррель реально. Остальные 80 это что? Это рыночная рента. Это сырьевая рента, а если прямо сказать, это финансовая рента, потому что фондовому рынку надо же за какие-то материальные активы цепляться. Вот. Он в свое время цеплялся и за землю, и за интернет-компании, много за что. Ну, традиционно, конечно, и за нефть, за ресурсы, потому что это стратегический, политический ресурс, и понятно, что фондовый рынок за это как бы туда вкладывается. Вот. Так вот, все это часть, скажем так, финансовая рента. Вот. А чем чревато для нашей экономики грядущее развитие событий? Тем, что эта финансовая рента будет, по крайней мере, уменьшаться. По крайней мере, уменьшаться. И нефть будет, ее рыночная стоимость, приближаться к реальной стоимости ее производства. А мы вообще с этой точки зрения, хотя и очень богатая нефтью страна, но мы располагаем не самой хорошей, и самой дорогой, и самой далекой, и самой труднодобываемой нефтью. Вот примерно так. Вот. Но в той же Ливии, там совершенно замечательная, высококачественная, легкая нефть, и вот оно Средиземное море, и вот на том конце Средиземного моря уже вся Европа, пожалуйста. Вот. То есть конкуренция в новом мире, ресурсная наша конкуренция, она очень сильно просядет. Вот. Это большая неприятность. Следующая часть нашей экономики – это банковский финансовый бизнес, но он тоже заемный, он тоже на чужих ресурсах. И со всем вытекающим отсюда, потому что если будет болеть там, то и у нас ничего хорошего. И, наконец, торговля импортом. Что это, опять, если не ругаться, что вот мы китайские яблоки теперь кушаем и пакистанскую картошку. Что это в экономической точке зрения? Это такой товар, в котором как раз финансовой ренты, биржевой ренты, природной ренты почти нет. Если есть, то мало, а скорее всего и нету вообще. Это товар, в котором рента технологическая, в котором вся цена состоит из добавленной стоимости. И что будет по этой группе товаров в Казахстане? Она будет дорожать. Потому что даже если в мире все будет замечательно и не кризисная ситуация, все равно
будет иностранный товар дорожать, потому что чем выше технологии, чем больше добавленная стоимость, тем и больше цена. И плюс еще, к сожалению, не самое хорошее качество будет сюда идти. Вот тот же Китай. Вот где-то 10 лет назад вообще была феноменальная дешевизна, еще 5 лет назад была феноменальная дешевизна китайских товаров при очень плохом качестве. Что сейчас? Достаточно приличное качество и постоянно улучшающееся. И какая цена? А уже не феноменально дешевая, а растущая, растущая и растущая. То есть мы со своей замечательной экономикой рискуем попасть в ближайшие же годы, причем я рассматриваю только очень плавный, мягкий, неконфронтационный сценарий мировых событий, что, если, к сожалению, честно признаться, не очень вероятно. Без каких... Когда СССР распадался, слава богу, только в Карабахе, в Приднестровье, ну, на Кавказе где-то еще были войны, в Узбекистане, относительно скоротечные, в Таджикистане, конечно. Вот. А это же будет, ну, скажем так, не распад, а переформатирование всего мира. Можете себе представить, какие могут быть коллизии. Вот. То есть экономически вот наше нынешнее положение, оно чревато существенным ухудшением. Что делать? И тут мы переходим к тому, что как раз вот, я не знаю, что первично, курица или яйцо, но вот такой простенькой нашей экономике вполне соответствует и простенькое устройство власти, а такое простенькое устройство власти вполне соответствует, по секрету говоря, и нашему менталитету. Вот. Как можно переориентировать экономику, а, в общем-то, спасаться в этом мире, ну не то, что спасаться, мир-то живет, развивается, и если ты самостоятелен и что-то понимаешь, то ты очень даже не пропадешь. Как тот женой получил вот, инсайдерскую информацию, что будет всемирный потоп, он что стал делать? Он стал строить большой ковчег и в результате спас и себя, и всю жизнь на земле. Вот. Значит, построить вот ковчег в этом мире, даже не для того, чтобы спасаться в всемирном потопе, а просто чтобы уверенно себя чувствовать. То есть сделать такую экономику, которая работает на страну, сделать такую финансовую систему, которая не является производной от рушащейся. Это, в общем, особо-то технически проблем нет. Вот. Технически проблем нет. Другой вопрос, что это требует, вот такая экономика, она абсолютно, прежде всего, требует и усложнения вот, реальной индустриализации и инновации чего? Не экономики, а политической системы. Вот. Сейчас правительство имеет программу ФИР, форсированного индустриально-инновационного развития экономики. И Нурсултан Абишевич искренне верит в нее, вот искренне верит в нее. К сожалению, ни черта из этого не получится. Потому что невозможно построить экономику другого технологического уклада и другого технологического уровня на том примитивном уровне технологическом укладе, который имеет власть. Прежде чем начать развивать сельское хозяйство, надо построить реальное самодостаточное самоуправление на селе. По-другому просто не получится. Вот. Надо создать реальный парламент там, и так далее.